Здравствуйте, дорогие коллеги! Меня зовут Вардакова Светлана. Я заведующая отделом «Книжная палата» Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Сегодня я расскажу, какие новые книги поступили в архив печати Удмуртской Республики в 2023 году. Как вы уже знаете, Национальная библиотека Удмуртской Республики, выполняя функцию Республиканской книжной палаты, формирует фонд архива печати Удмуртской Республики, осуществляет государственную регистрацию и учет всех вышедших на территории республики изданий. Архив печати имеет статус постоянного хранения. На основе поступающих изданий библиотека ежегодно выпускает летопись печати Удмуртской Республики. Формирование фонда архива печати осуществляется путем получения обязательного экземпляра документов в соответствии с Федеральным законом об обязательном экземпляре документов и законом Удмуртской Республики об организации библиотечного обслуживания населения государственными библиотеками Удмуртской Республики, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов и обязательном экземпляре документов Удмуртской Республики. На сегодня фонд архива печати составляет более 450 тысяч экземпляров документов. В 2023 году поступило 1250 названий книг, выпущенных в разные годы. Книги предоставили 104 издательства и издающие организации Удмуртии. Большое спасибо и вам, дорогие коллеги, за помощь в формировании архива печати Удмуртской Республики, за добросовестную работу в 2023 году по выявлению и предоставлению изданий местных авторов в Национальную библиотеку. Особенно хочется поблагодарить Увинскую, Глазовскую районную, Завяловскую, Шарканскую, Дебёскую, Красногорскую ЦБС, Якшурбодинскую районную библиотеку, Можгенскую центральную библиотеку. Сегодня не буду представлять литературно-художественные издания, которые есть в отделе Центра национальной краеведческой литературы и библиографии, потому что по этим книгам обзор проводит Дмитриева Лариса Александровна, сотрудник краеведческого отдела. И также озвучу только названия краеведческих изданий, выпущенных издательством «Удмуртия». Эти книги, скорее всего, тоже есть в ваших библиотеках. Книги про краеведение для семейного чтения «Удмуртия. Мой дом родной» и «История Удмуртии от каменного века до эры космоса». Кстати, эта книга получила звание «Лучшая книга Удмуртии» на межрегиональном фестивале-конкурсе «Книга года на родине Петра Ильича Чайковского». Книга Ольги Николаевны Туктаревой «Бабушки из Буранова. Как это было?», Давыдова Петра Владимировича Каравай-Норья «Штрихи к портрету деревни», издание «Живые родники ремесел» и сборник удмуртских сказок «Кукену Саху» и другие издания. Начнем с изданий, посвященных нашей Удмуртии. Сборник доктора исторических наук, почетного гражданина города Ижевска Шумилова Евгения Федоровича «Родная Удмуртия. Города и люди», издана в издательстве «Маршак». Книга включает историко-культурологическое эссе, раскрывающее проблему национальной государственности региона, историческую и архитектурную самобытность всех городов и части сел Удмуртии. Более 3 лет они публиковались в газете «Удмуртская правда» под рубрикой «Из шумиловской шкатулки». Книга вышла в 2 разных обложках, как видите на слайде, на разный вкус читателя. 3-й том книги «Старый Ижевск. События и люди в объективе фотографов» краеведа Сергея Николаевича Селивановского продолжает рассказ об истории Ижевска через деятельность фотографов и охватывает период с конца XIX века до наших дней. Она содержит более 450 фотографий, каждая из которых снабжена описанием жизни автора и событий, которые запечатлено на снимке. Абсолютное большинство фотографий публикуется впервые. Значительный объем фотографий составляют работы современных фотографов. Их снимки представляют большой интерес. Они позволяют оценить те изменения, которые имели место в Ижевске за прошедшее десятилетие, или наоборот, если ничего не изменилось. Например, фото 1966 года
«Потоп у перекрестка Коммунаров и Ленина» и 2013 года «Потоп у завода «Нефтемаш». На фотографиях периода перестройки запечатлена уличная торговля, митинги, демонстрации. На слайде фотография 1990-х годов, митинг на Центральной площади. Или же вот фото 2019 года, тренировочные полеты пилотажной группы «Соколы России» над Ижевским прудом. Вроде это было недавно, но для нас уже история. Книга выпущена в издательстве «Книгоград». Книга специалиста Республиканского дома народного творчества Веретенниковой Натальи Николаевны «Свадебный перезвон». Выпущена в издательстве «Маршак». Это и знакомство с социально-культурным проектом с одноименным названием, и обобщающее исследование свадебных традиций 7 народов, проживающих в Удмуртской республике: удмуртов, русских, бесельмян, татар, марий, армян, немцев. Издание будет интересно специалистам национальных общественных объединений, учреждений культуры, организаторам свадебных торжеств в этностиле. Зоопарк в Удмуртии – любимое место отдыха жителей и гостей нашей республики. В 2023 году зоопарк отметил свое 15-летие. Об истории строительства и жизни этого уникального учреждения, о питомцах зоопарка, о роли зоопарка в сегодняшнем мире рассказывает богато иллюстрированная красочная книга-альбом «15 лет зоопарк Удмуртии. Мечты сбываются». В коллективной монографии «Тенденции и проблемы развития сельских территорий» на примере Удмуртской республики рассматриваются актуальные вопросы развития сельских территорий, являющихся основой жизнедеятельности сельского населения и ресурсным потенциалом развития экономики. Дается теоретическое, методическое и правовое обоснование концепции устойчивого и комплексного развития экономики сельских территорий, название некоторых разделов: развитие сельского хозяйства, развитие лесного хозяйства, развитие малого и среднего бизнеса, проблема исчезнувших деревень, уровень жизни сельского населения, проблемы водопользования и многое другое. Книга «Пистолеты ижевских оружейников» посвящена 80-летнему юбилею Ижевского механического завода. Ее автор Владимир Александрович Ярыгин – легендарная личность в истории ижевского оружейного производства. Он заслуженный конструктор Российской Федерации, заслуженный работник промышленности Удмуртской Республики, почетный гражданин Удмуртской Республики Ижевска и Алнашского района, ведущий конструктор Ижевского механического завода. В настоящем издании впервые сделана попытка системно представить историю пистолетного производства в Ижевске. Особую ценность ему придает то, что автор Владимир Александрович Ярыгин почти полвека своей жизни отдал пистолетному производству. В 2003 году пистолет его конструкции принят на вооружение российской армии. Вместе с коллегами разрабатывал к Олимпийским играм 1980 года спортивные малокалиберные пистолеты. И вот уже более 40 лет его стандартный пистолет используют спортсмены на соревнованиях самого высокого уровня. Книга издана в Удмуртском издательском доме. К столетию со дня рождения почетного гражданина Удмуртской республики, лауреата Государственной премии СССР Василия Семеновича Тарасова в издательстве «Маршак» выпущена книга «Ничто на земле не проходит бесследно». Автором является его сын, заслуженный деятель науки Удмуртской республики Валерий Васильевич Тарасов. В книге на основе воспоминаний работников заводов «Ижсталь» и «Ижмаш» раскрываются разные эпизоды его жизни, которые не вошли в официальную биографию неизвестной широкой общественности. Книга также получила диплом, специальный диплом в конкурсе «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского в номинации «Лучшая книга о малой родине». Другая книга «Этнокультура личности» посвящена 80-летию известного удмуртского историка-этнографа, доктора исторических наук Владимира Емельяновича Владыкина. Содержит некоторые итоговые размышления, включены интервью, отзывы, рецензии. Особый интерес представляет книжка в книге. Так называется раздел, посвященный семейной хронике Владыкина. Книга издана в издательстве «Шелест». В издательстве «Регион Пресс» вышла книга «Владыка Викторин. Жизнь в служении 70». Книга рассказывает о жизненном пути и духовном служении митрополита Ижевского и Удмуртского Викторина.
В нем глава митрополии рассказывает о своем детстве, об увлечении спортом, о пути к вере, восстановлении и строительстве православных храмов в Удмуртии и многое другое. Мало, наверное, кто знает, что митрополит Викторин, тогда еще протоиерей Виктор Костенков, был одним из духовников Михаила Тимофеевича Калашникова. Биобиблиографический справочник Закировой Натальи Николаевны, глазовского ученого, «Современное короленковедение», выпущенное к 170-летию со дня рождения Владимира Короленко. Это по-настоящему уникальное издание. Оказывается, в истории науки о писателе до сих пор существовало одно единственное – вековой давности специальное библиографическое издание. Указывая на парадоксальные ситуации, автор отмечает, что литература о писателе настолько обширна и многообразна, так рассеяна, что сбору, анализу и библиографическому описанию не подвергалась. В разделах издания приведены сведения о художественных текстах и архивных материалах самого писателя и публикациях по классическому и современному короленковедению, монографиях, научных трудах, статьях из коллективных сборников и периодики, вышедших с 1879 по 2023 год. В справочнике использован алфавитный порядок и хронологический принцип, учтен региональный аспект. Ежегодно наибольшее количество книг в архив печати поступает от издательства Удмуртского государственного университета. Чаще это научные издания и учебно-методические пособия. В прошлом году поступили, в частности, каталоги, маршруты студенческого туризма и маршруты научно-популярного туризма, которые предназначены для гостей и жителей республики. Они представляют варианты возможных маршрутов студенческого и научно-популярного туризма, а также справочную информацию о достопримечательностях, точках питания и объектах индустрии гостеприимства городов и районов Удмуртии. В очередном издании «Археологические открытия в Удмуртии» подводятся итоги археологических работ, проводившихся на территории Удмуртии в 2022 году. В публикуемых материалах дается краткая информация об итогах мониторинга состояния известных объектов археологического наследия Удмуртии, археологических разведках в Завяловском, Увинском, Боледзинском, Кетском, Каракулинском, Воткинском, Вовожском, Алнашском и других районах. Сотрудниками Удмуртского института истории языка и литературы Удмуртского федерального исследовательского центра УРОРА подготовлено несколько изданий. Результаты многолетних исследований в области удмуртского музыкального фольклора обобщены в издании доктора искусствоведения Ирины Муртазовны Нуриевой «Удмуртская музыкально-песенная традиция. Специфика жанрообразования и функционирования». С опорой на широкий круг источников и современные методы исследования воссоздана целостная картина удмуртской музыкально-песенной традиции как исторического и культурного феномена. Впервые рассмотрено влияние историко-географических, ландшафтных, религиозно-конфессиональных факторов на формирование традиционного звукоидеала, жанровой системы, особенностей функционирования и статус напевов. Смоделирован удмуртский песенно-музыкальный тип и показано его вместо в полиэтнической музыкальной культуре Волгокамья и северного региона Евразии. Рассмотрены удмуртские моления, крежи, родовые напевы, сюжетные песни и так далее. В коллективную монографию «Миум верашки лучулем вера, не мы говорим, душа говорит» вошли уникальные экспедиционные материалы, собранные лично Татьяной Григорьевной Владыкиной или под ее руководством с 1979 по 2020 годы на территории Удмуртии, Башкортостана, Татарстана и Кировской области, а также результаты научных изысканий по удмуртской традиционной культуре и фольклору. Это последняя книга, над которой работала Татьяна Григорьевна. Книга «Пчелы и мед в народной культуре» посвящена роли пчеловодства в традиционной и современной культуре, отражению его в языке и фольклоре, народных знаниях, месту в экономике личного хозяйства, туризме и современных культурных событиях. В книге рассказано об истории пчеловодства, сообществах пчеловодов, ярмарках и фестивалях меда, комплектованию коллекций по пчеловодству в музейных собраниях,
и многое другое. Географические рамки исследования охватывают территории Урала и Поволжья, Западной и Восточной Европы, Средней Азии. В основу книги вошли выступления участников 4-го международного полевого этнографического симпозиума «Мужгур. Пчела и мед в культуре народов Урала-Поволжья», прошедшего в 2022 году в городе Ижевске. Очень радует, что наши авторы из районов изучают свой край. И, конечно, еще радостнее, если эти книги попадают в фонд Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Поступившие книги о малой родине чаще выпущены в издательстве «Шелест». Например, это книга Елизаветы Андреевой «Сквозь годы и судьбы», посвящена деревне Нижний Сырез Алнашского района. По воспоминаниям жителей старшего поколения приводятся сведения о возникновении деревни и ее названия, местные предания и традиции, история образования колхоза. Автор приводит интересные сведения из жизни своих земляков, о работе различных учреждений, спортивной жизни и художественной самодеятельности. Издание включает большое число архивных фотографий. Заслуженный журналист Удмуртской республики Галина Михайловна Алешкина является автором-составителем 2 книг об истории и развитии спорта в Можге: «Лыжи в Можге» и «Можгенская детская спортивная школа. История, развитие, перспективы». На издание новой книги «Энбор Салэсиостес. Не закрывайте двери», которая написана в соавторстве с землячкой Валентиной Поповой, ее вдохновила любовь к родной деревне Чижибаш Можгенского района. В сборнике представлено поэтическое творчество авторов, их воспоминания, связанные с близкими людьми, знакомыми с детства местами. Книга Нины Яковлевны Коробейниковой «Памяти нет» посвящена истории первого колхоза в деревне Двигатель Воткинского района. В документально-публицистическом издании отражена жизнь основателей коммуны Казанской, в дальнейшем деревне Двигатель, и людей, которые жили и работали в этом населенном пункте. Книга издана в Удмуртском издательском доме. Книги «Ювыль Юбералыш, Сельтык Выжи», «Род Сельтык из деревни Новая Юбери» Надежда Бекузина в очерках и воспоминаниях рассказывает о людях из родственного объединения Сельтык Выжи, жителей и выходцев из деревни Новая Юбери Можгенского района. В книге представлена история возникновения деревни, описание ее жизни в разные годы, рассказывается о знаменитых уроженцах, приводится карта местности и список топонимов. Происхождение названия оврагов, например, Черпонюк, Пекланыр, леса Казнанюлыс, речки Суто и так далее. Автор обложки книги – художник Чудья Жени, ее сын. Отрадно, что многие книги авторов из районов поступают благодаря межрегиональному конкурсу «Книга года на родине» Петра Ильича Чайковского. Кратко представлю некоторые из них. В книгу Колесникова Екатерины «Здравствуй, Малиновка, здравствуй» включена стихи о деревне Малиновка Можгенского района Удмуртии, которой нет на карте уже более 30 лет, и об окрестной природе, которая осталась, рассказы о родных и знакомых автора. В книге Гловацких Василия Аполосовича «Юски. Село на холме», вышедшей к 325-летию основания села Юски Кетского района, рассказывается о его более чем трехвековой истории с момента первого упоминания до современности. В книге Мельчаковой Нины Николаевны «Деревни нашего детства» или «Истории исчезнувших деревень Старозацинского района» рассказывается об исчезнувших деревнях, например, таких как Харино, Лозоворцы, Пурги, Пчела, Ивановцы, Лумпово, Кабак, об их возникновении, жителях и их быте, трудовых династиях, участниках Великой Отечественной войны. В повествование включены воспоминания старожилов, фотографии и планы деревень 1950-70-х годов. Представлены краткие сведения о таких деревнях, как Пикши, Новая Стройка, Новая деревня, поселках Красная Горка, 13-й квадратик. В конце издания дан краткий словарь терминов и понятий, список предметов крестьянского быта с фотографиями и список использованных документов и литературы. Книга Пудовой Татьяны Михайловны «Александр Пудов. Судьбой дарованная встреча» посвящена почетному гражданину Увинского района, педагогу, краеведу Александру Ивановичу
В издание вошли воспоминания об Александре Ивановиче, его родных, друзей, коллег, учеников, благодарных жителей Увинского района, а также ученых и архивистов Удмуртии. В книгу «Помним» включены воспоминания жителей улицы Комбинатной города Ижевска о своих родителях и дедах, их друзьях и соседях, большинство которых — участники Великой Отечественной войны, фронтовики или труженики тыла. Представлены архивные материалы, фотографии. Книга уникальна еще тем, что у нас очень мало книг, которые исследуют улицы населенных пунктов. Книга воспоминаний служения людям почетного гражданина города Глазова Георгия Александровича Суставова. Автор пишет о своем детстве и юности, становлении во взрослой жизни, а также о жизни целого поколения до и после Великой Отечественной войны. Книга «Деревня Якшур в зеркале времен и судеб» Широбоковой Валентины Николаевны и Шкляева Александра Григорьевича посвящена деревне Якшур Якшур-Бодинского района. Это маленькая энциклопедия о небольшом населенном пункте, куда вписаны дорогие каждому якшурцу биографии уроженцев деревни, уникальных личностей и ратных тружеников, события и обряды, истории знаковых династий деревни. Книга «Прошлое в цветах радуги» рассказывает о ходе реализации проекта победителя конкурса Президентского фонда культурных инициатив, инициированного библиотекарем Барановской сельской библиотеки Красногорского района Татьяной Вячеславной Пенегиной. Представлена информация о проведении комплекса тематических мероприятий и мастер-классов. Цель проекта — сохранение и развитие традиционного народного творчества, народного ткачества. Книга может быть использована как учебное и практическое пособие для изучения ткачества на занятиях по краеведению в школах и библиотеках. Другая книга Николая Витальевича Владыкина «Малая Родина. Отсюда наши корни» издана в Чебоксарах. В ней на основании архивных документов, различных источников, воспоминаний и свидетельств многих жителей раскрывается история становления и развития деревень Болезинского и Глазовского районов, например, таких как Алмина, Близварыж, Быня, Водская, Гурзи, Зянкалут, Каршур и так далее, вплоть до их исчезновения. Очерки о времени и о судьбах жителей деревень и починках охватывают более чем 200-летний период. Издание рассчитано на широкий круг читателей. Оно особенно интересно будет тем, кто там родился и вырос, и чьи корни начинаются там. В год педагога и наставника вышла в свет книга «С любовью к Завьяловской школе. От прошлого к настоящему», приуроченная к 215-летию учебного учреждения. На основе архивных данных, воспоминаний учителей и выпускников воссоздана история школы с момента ее возникновения, представлена хроника ее жизни в дореволюционный, советский и последующие периоды. Выход издания «Агроуниверситет 8.0» приурочен к 80-летию Удмуртского государственного аграрного университета. В книге запечатлели всех, кто работает в университете, развивает высшее аграрное образование, формирует кадровый потенциал агропромышленного комплекса Удмуртии и России. В издание включены 700 фотографий, все яркие и очень позитивные. Книга издана в издательстве «Парацельс». Интересное издание краеведа, заслуженного учителя России Владимира Сергеевича Буторина «Растим патриотов России». Книга посвящена 40-летию создания Краеведческого музея Вятской школы Каракулинского района. Издана в редакции районной газеты «Прикамская правда». Это, наверное, единственный сборник, посвященный методике работы школьного музея, руководство к деятельности по организации школьного музея. В ней имеются и описание экспозиций, и готовые разработки планов и мероприятий, опыт применения местного археологического материала на уроках истории, физики, химии, биологии, географии, русского языка и литературы и во внеклассной работе. В частности, в разделе «Возрождение народной культуры» описано, как учащиеся знакомятся с семейно-бытовыми традициями, народными песнями и танцами, промыслами и ремеслами через такие праздники, как Масленица, русские посиделки, День села, Пасха, Троица и так далее.
Владимир Сергеевич сам создавал музей, будучи молодым историком, и он искренне считал, что школьный музей — самый верный путь к воспитанию патриотов Отечества. Хочется еще отметить книгу для маленьких детей «Увлекательная экспедиция по Удмуртии» Владимира Юдинцева. Это первая книга, выпущенная издателем Рузаной Рафисовной Ямалетдиновой. Ребенок, знакомясь с этой книгой, узнает интересные сведения про города, символы Удмуртии, национальный костюм и игры удмуртов и многое другое. Вместе с главными героями книги Колей и Олей выполнить нескучные хитрые задания. Например, верно, неверно, что лишнее, найди соответствие. Кроме того, разгадает загадки, кроссворды и ребусы, поиграет, проведет опыты, создаст путевые заметки. В приложении дана карта экспедиции по Удмуртии и бумажная девайка. Книга уникальна еще тем, что на ее страницах размещены QR-коды, по которым можно услышать песни бурановских бабушек, увидеть постановку спектакля, побывать на виртуальной экскурсии в музее-заповеднике Эднакар и Лударвай. Книга получила диплом конкурса «Книга года на родине Петра Ильича Чайковского» в специальной номинации «Выбирают дети». Поступили также книги по психологии. Например, книги Костаревой Светланы Владимировны «Аффирмации движения для изменения» и «Аффирмации пространства для изменения», выпущены Глазовским государственным педагогическим институтом, сейчас Глазовский государственный инженерно-педагогический университет. Другая книга по материалам известных психологов Марины Таргаковой, Энвера Измайлова, Александра Хакимова в Ижевском издательстве Кохановой Елены Александровны выпущена книга Сидоренко Алены «Моя каждодневная наука самоосознания». Книга учит не бояться своей судьбы, проживать свои эмоции через служение Богу. Представлю некоторые литературно-художественные издания, которые поступили в фонд в единственном экземпляре. Будем надеяться, что в будущем получится, будут в фонде и вторые экземпляры. Сборник «Чья поэт Чашка-Ячке» «Вишня белая цветет» посвящена к 125-летию со дня рождения первой удмуртской поэтессы Ашальчеки. Составителем книги является бывшая сотрудница мемориального дома-музея Ашальчеки в Волнашах Мария Степановна Петрова, редактором удмуртская писательница, журналистка Лидия Степановна Нянькина. Книга выпущена в издательстве «Шелест». В сборник вошли все 37 стихотворений Ашальчеки и стихи, переведенные разными авторами на русский язык. Среди переводчиков Кузебай Герт, Владимир Семакин, Алексей Смольников, Виктор Широков, Сергей Олендер, Глеб Пагирев и другие. Составитель книги отмечает, что в новый сборник включен весь корпус стихотворений из поэтических книг, составленных Алексеем Ермолаевым, с добавлением 5 новых переводов. «Ты спросил у меня» — перевод Владимира Емельянова, «Душа моя», «Вишня зацветает, собираю в лесочке» — перевод народного поэта Удмуртии Сергея Матвеева, «Наш котик, наш малыш» — перевод Василия Глушкова. Среди переводчиков наибольшей популярностью пользуется стихотворение «Ты спросил у меня», «Вишня белая цветет». В книгу также включены эпиграммы Ашальчеки и стихи, посвященные поэтессе. Тираж книги всего 100 экземпляров. Любовный роман увинского автора Галины Гриценко «В тихом омуте» издан в издательстве «Маршак». Основные действия происходят на фоне неспокойных и непредсказуемых 1990-х годов. История одной самой обыкновенной семьи, в которой воспитывались 3 девочки, 3 сестры, совершенно разные по характеру и жизненным принципам. Тираж книги тоже всего 100 экземпляров. Во второй сборник произведений, подготовленных для детей писателями Удмуртии и Пермского края «Детское время 2», вошли стихи, сказки, рассказы воспитательного, патриотического и развивающего характера. Первый сборник был выпущен в 2021 году. Произведения проиллюстрированы, краткие биографии писателей дополнены фотографиями. Среди авторов уже известные нам Галина Арасланова, Галфия Исхакова, Гузель Максимова, Лия Малых, Галина Микрюкова, Александр Холмогоров, Светлана Щеголева и многие другие. Хочется отметить, что редактором и корректором книги является главный библиотекарь Национальной библиотеки Удмуртской республики Екатерина Владимировна Литовченко.
Книга также выпущена в издательстве «Шелест». Тираж книги 200 экземпляров. Издательским домом «Опора» в рамках проекта «Опора для души» издана серия сказок для детей «Приключения Саши и Даши». Это 18 сказочных историй на нравственные сюжеты. Автор проекта — социальный предприниматель, член Союза писателей Удмуртии Ирина Харина. Книги выходят под литературным псевдонимом Лада Миролюбова. На каждую сказку дан сценарий для театральной постановки, которую могут организовать вместе с детьми воспитатели детских садов, учителя начальных классов или родители. В наше время стихи пишут не только поэты. Многие люди, чья жизнь вообще не связана с поэтическим творчеством, изливают то, что накапливается в их душе в стихотворной форме. Как еще по-другому называют такую литературу? Наивная литература. Автор сборника стихов «Вехи бытия» Сопранов Борис Николаевич. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук, профессор Российской академии естественных наук, доцент Ижевской медицинской академии. В книгу вошли стихи, написанные по случаю различных событий, юбилеев и памятных дат родных, друзей, коллег, и стихи о природе. Книга издана в издательстве ЖГТУ. Тираж книги 60 экземпляров. В фонд немного, но регулярно поступают книги православных священников. В частности, 4-й сборник Ивана Малова «Время уходит». Иван Малов, отец Иоанн, человек интересной судьбы. Он родился в Нижнем Новгороде, здесь же получил 3 высших образования, окончив Политехнический институт, консерваторию и духовную семинарию. В настоящее время служит в Свято-Михайловском соборе города Ижевска. Издательским домом национальной прессы выпущен сборник «Русские частушки». Составителем является краевед, учитель Старосольинской школы Киясовского района Семен Сергеевич Вахитов. За все годы собрано более 2000 частушек, в частности, только от жительницы села Каракулина Верхотиной Александры Сергеевны записано 503 частушки. Частушки в книге расположены в алфавитном порядке. К сожалению, Семен Сергеевич недавно ушел из жизни. Многие уже знают, что издательство «Анигма» — единственное издательство, которое выпускает миниатюрные книги у нас в Удмуртии. В 2023 году поступили «Евангелие от Иоанна», книга пророка Даниила, «Искры родного очага» — это сборник поэзии и прозы детей от 8 до 18 лет, представленных на одноименный республиканский конкурс. Сборники стихов селкинской поэтессы Яткари Дорофеевой о любви и Татьяны Богдановой «Вибрации любви и мгновения любви». И нельзя не отметить альбом «Леонид Прозоров». Это совместная работа Селкинской районной библиотеки и издательства «Удмуртия». Издание представляет творчество талантливого удмуртского художника Леонида Алексеевича Прозорова, члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Удмуртии, лауреата Госпремии Удмуртии. Любимые темы художника — малая родина, природа Удмуртии, жизнь удмуртской деревни, портреты известных деятелей, тружеников села. Книга получила диплом первой степени в номинации «Лучшее издание, подготовленное библиотекой» в межрегиональном конкурсе «Книга года» на родине Петра Ильича Чайковского. В архив печати ежегодно поступает статистический сборник «Удмуртия в цифрах», который включает статистические данные по муниципальным образованиям, природным ресурсам, населению, уровню жизни и жилищным условиям населения, труду, в частности, по безработице, травматизму на производстве, образованию, здравоохранению, культуре, экономике, сельскому хозяйству и так далее. Например, таблица с некоторыми статистическими сведениями. И еще хочется отметить, что в прошлом году начал издаваться в Удмуртии новый журнал «Артистик». Куратором проекта является известный ижевский галерист, пропагандист творчества художников Удмуртии Рустам Булатов. Журнал знакомит с творчеством художников Удмуртии, освещаются различные мероприятия, проекты, выставки. Вот такие издания поступили в архив печати Удмуртской республики в прошлом году. Конечно, это не все, это только некоторые. Большое спасибо за внимание. Если будут вопросы, замечания, пожелания, пожалуйста, пишите на электронную почту
Здоровья всем, творческих успехов. И будем надеяться на дальнейшее сотрудничество в формировании архива печати Удмуртской Республики.